Пропал Ихьяев Дауд, 16 лет, живет в селе Гойты. Вышел днем где-то в 13 часов и не вернулся. Никто не знает, где он, родные очень волнуются. Если кто-нибудь знает, где он, сообщите по номеру. Это сообщение было размещено в мобильном приложении WhatsApp. Очень быстро его стали пересылать друг другу тысячи людей, желая помочь родным и близким якобы пропавшего парня. О том, что он исчез, сам Дауд Ихьяев узнал от представителей сельской администрации. Молодой человек недоумевает, кому понадобилось объявлять его практически во всероссийский розыск. Duits. Die badate naar Schega Duits dus. Die is het zo tegen zo zo na was is na hoofdzaak getra het voetbalroostra. Ook zo je daar het sana война wat. В местной администрации, где первыми забили тревогу, нам пояснили, на подобные сообщения здесь реагируют быстро. Короче, это сразу حقيقة ضغط إكان تخونا مستي كريد دون خذ ضرو جيشي نانحل حيشو إكان تهيت عضغط شيء حوس شيء صاحو. Позже появилось еще 5 других, но уж очень похожих сообщений. На этот раз среди якобы пропавших была и молодая девушка. Пропала Джамбулатова Хеда, 14 лет, живет в селении Чечен-Аул. Вышла днем где-то в 13:00 и не вернулась. Никто не знает, где она. Родные волнуются. Если кто-нибудь знает, где она, сообщите по номеру. А вот и она, та самая Хеда Джамбулатова из селения Чечен-Аул, которая, как утверждается в сообщении, вышла из дома и не вернулась. Жива, здорова. Как и в предыдущем случае, о природе происхождения данного сообщения молодой девушке остается только догадываться. Я на родственник беспокоить. Оперативно на спам отреагировали молодежные организации. Представители движения «Ахмат» уже около года активно мониторят СМС-рассылки о просьбах и даже угрозах, распространяемых в приложении WhatsApp. Активисты взялись проверить и подлинность сообщений о неведомо куда пропавших подростках. Все факты оказались ложными. Иса Хаджимурадов признается, в последнее время количество откровенных лжерассылок увеличилось в разы. Однако цель их остается прежней – представить регион в негативном свете. Приходится констатировать, что там ведется на самом деле очень сильная, очень серьезная работа, направленная на то, чтобы создать видимость того, что якобы в республике есть какие-то проблемы с безопасностью, защищенностью людей. И что якобы люди у нас пропадают чуть ли не каждый день, что якобы людей воруют, там много чего. Самое, что страшное, обязательно внизу написано, или на русском, или на чеченском: ради Аллаха, не оставайся в стороне, перешли это сообщение другим. Они действительно пересылают это и думают, что это правда. Виден поток явной дезинформации, явной лжи, который идет в одном четко конкретном направлении. Зачастую откровенную ложь связывают с человеческими жизнями. В августе месяце прошлого года была истерия в WhatsApp о том, что в Шатойском районе медведь разодрал в клочья 2 человек, и люди действительно думали, что это правда. А на самом деле оказалось, что было 2 медведя. Один был в Карачаево-Черкесии, другой в Хабаровском крае. Они действительно там убили людей, а какие-то умники взяли эти фотографии, сделали искусственно фотошоп, добавили сюда к нам в Чеченскую Республику. В МВД региона также ежедневно мониторят интернет-пространство. Однако руки правоохранителям связывает, как ни странно, закон. Наказание для таких доброжелателей не предусмотрено законодательством. Все СМС-рассылки, которые касаются какого-либо совершенного преступления или о признаках подготовления, или о лицах, которые пропали без вести, находятся в розыске, все это просматривается сотрудниками полиции. Большая часть из них – это чисто ложные сообщения, что отвлекает и силы сотрудников уголовного розыска на их проверку. И с другой стороны, пока за это, кроме как сообщения о терроризме, уголовная и административная ответственность не предусмотрена. Сами герои этих историй не знакомы друг с другом, учатся и живут в совершенно разных уголках республики. Если присмотреться, становится ясно. Все сообщения написаны по шаблону. Меняются лишь имена, возраст и место проживания якобы пропавшего без вести человека.
Для примера сравним два сообщения. Пропал Ихьяев Дауд, 16 лет, живет в селе Гойты. Вышел днем где-то в 13 часов и не вернулся. Никто не знает, где он. Родные очень волнуются. Если кто-нибудь знает, где он, сообщите по номеру. Пропал Магомадов Ислам, 19 лет, живет в Курчалое. Вышел днем где-то в 13:00 и не вернулся. Никто не знает, где он. Родные очень волнуются. Если кто-нибудь знает, где он, сообщите по номеру. В сообщениях повторяются как орфографические, так и пунктуационные ошибки. А если поменять местами только личные данные, то и вовсе получится, что сообщения – шаблоны. Это дестабилизирует общество. Это все делается с целью, чтобы создать ощущение, что вот не справляется существующая система. Поэтому это единственная цель – расшатать нормальную, устойчивую, работоспособную власть. Когда ситуация стабильна, всегда находятся несогласные, недовольные, прикрывающиеся высокими какими-то идеями. Мы позвонили по номерам, указанным в сообщениях, однако все они оказались выключены. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Эксперты в области IT-технологий в один голос заявляют, умельцы все чаще используют интернет для сеяния паники в обществе и нагнетания обстановки в регионе. Одна новость за считанные часы разносится по всем уголкам нашей республики. Это недостоверная информация, негативно заряжает наших людей. Они думают, что все плохо. На самом деле люди со стороны, которые хотят людей настроить, преследуют именно эту цель, а мы идем у них на поводу, к сожалению. Активными пользователями только приложения WhatsApp сегодня являются более 1 миллиарда человек по всему миру. А это значит, что заразить вирусным спамом можно пользователей, число которых будет равно количеству населения всего Китая. Так и развязывается информационная война. Впервые этот термин появился в середине 80-х годов прошлого века в работах американских военных теоретиков. А сегодня в армии США есть даже специальные информационные войска. Вот и получается, что сегодня информация становится оружием, имеющим гораздо большее преимущество, чем вооруженные силы целой страны. В мировой практике известны случаи революции под копирку. Так, в арабских странах они развивались практически по одному и тому же сценарию. Существенную роль в их подготовке и свершении сыграли ложь, фальсификация и социальные сети. Обманутые люди выходили на площади, требуя лучшей доли, но в итоге неизбежно получали разрушительную войну. Бесконтрольность соцсетей позволяет довольно быстро достичь желаемого результата, поставив таким образом страну на колени, введя в ней внешнее управление. Сбрасывание дезинформации в социальные сети – это один из приемов современной войны. Это практикуется давно. Первый задокументированный такой случай еще в Крымскую войну в XIX веке, когда английские, издания писали, что русские расстреливали, раненых турков. В современном мире, естественно, присутствуют такие приемы. И они, естественно, с развитием технологий еще и развились. Та информация, которая появилась в соцсетях, является также одним из методов дискредитации власти. Накануне в социальных сетях появилось еще одно сообщение о пропаже некой Эсхановой Линды Байалиевны. Мы связались с местным участковым, который опроверг эту информацию, заявив, что Линда находится дома и не покидала пределы населенного пункта. Также выяснилось, что фотография, которая была прикреплена к сообщению, не имеет никакого отношения к Линде. Очевидно, чем больше страхов в обществе, тем активнее будут создаваться интернет-страшилки, чтобы еще больше нагнать страху, накалить обстановку, а главное – вызвать панику. И если общество поддается панике и продолжает цепочку дезинформации, оно становится добровольным помощником врага. Седа Сапарова, Халид Мавсаев и Джамалейл Худжалиев. Новости.